1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. К сожалению, Россия выходит на лидирующие позиции в темпе прироста по заболеваемости ВИЧ. В Якутске эта болезнь ежегодно увеличивает количество больных на 10% и уже составляет более 2000 человек. В этом году мероприятия Дня профилактики со СПИДом пройдут под лозунгом «Должен знать». Во-первых, каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. Во-вторых, каждый должен знать пути заражения и последствия. Статистика на 1 ноября 2018 года. Кумулятивное число ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных с момента регистрации с 1996 года 2236 человек. Это на 1 ноября. Вот отчет у нас идет, как я уже сказал, с 1996 года. И каждый месяц, каждый год наш спеццентр регистрирует все новые и новые случаи заболевания ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция у нас зарегистрирована в 29 районах из 33. В основном это промышленно развитые районы, это Мирный, Ленск, Алдан, Нернури, Аймикон и город Якутск. То есть максимальное количество ВИЧ-инфицированных именно зарегистрировано вот на этих административных территориях. На диспансерном наблюдении и учете у нас на сегодняшний день находится 870 человек. Это то есть те, кто находится под наблюдением нашего спеццентра, те, кто проходит обследование и им назначено лечение, то есть принимают антиретровирусные препараты, снижающие вирусную нагрузку, и тем самым, в общем-то, продляется жизнь у ВИЧ-инфицированных. Для предотвращения темпов увеличения эпидемии разработана программа 90-90-90, которая также работает в городе Якутске. Во-первых, лечим-то мы уже, будем говорить, давно. Нам уже 29 лет в этом году. А по-настоящему лечить начали это вот с национальных проектов 2005 года. Если мы тогда лечили 3-2 препаратами, значит, то сейчас у нас порядка 20 наименований препаратов, которыми мы лечим больных. И в лечении больных это идет не только качество жизни этого больного. Дело в том, что это и противоэпидемическое мероприятие. Значит, поскольку принята вот Всемирной организацией здравоохранения программа 90-90-90, и она показала себя очень хорошо в Европе, поскольку там идет резкое снижение новых случаев ВИЧ-инфекции. В чем смысл программы 90-90? Это 90% населения, проживающих на территории, должны знать свой ВИЧ-статус. Из тех, которых выявлены, что они положительные, из этих 90%, да, 90% из них должно получить немедленное лечение. Не раньше, как мы ждали, когда уже и иммунная система, будем говорить, на грани разрушения, поскольку были такие установки начинать лечение, то начинаем лечение практически с момента постановки диагноза. И третье 90, вот мы первые 90 сказали, вторые, третье 90. 90% из тех получающих, которые лечение, должны дать ответ. То есть вирусная нагрузка должна упасть. А поскольку сейчас в основном идет, ну, будем говорить, половой путь передачи, да, болеет большое количество женщин, и выявляется и мужчин именно при половом пути передачи, то вот эта нулевая или низкая вирусная нагрузка гарантирует то, что этот ВИЧ-инфицированный пациент не передаст даже в случае незащищенного контакта. То есть это противоэпидемическое идет мероприятие, и количество новых случаев будет падать. К сожалению, сейчас по Европе растет только Россия и Украина. Бороться с этой эпидемией можно, лишь своевременно выявляя новых носителей инфекции. Излечить ВИЧ пока нельзя, но контролировать возможно. Лечение при помощи терапии позволяет не допустить возникновения стадии СПИДа. У нас во всем мире сейчас очень эффективная программа существует, это 90-90-90. Она обозначает, что 90% населения данной территории должно быть обследовано на ВИЧ-инфекцию, то есть знать свой ВИЧ-статус. Другое 90 это значит, что им должно быть назначено противовирусное лечение вот этими специализированными препаратами.
И другие 90 это значит, что у этих всех пролеченных должна быть нулевая вирусная нагрузка в крови. Вот это очень эффективная программа во всем мире. И вот этой программой, в общем-то, достигается профилактические мероприятия по снижению ВИЧ-инфекции на данной территории. Ну, если мы по традиции всегда считали, что уязвимой группой риска является гомосексуалисты, наркоманы и проститутки, то на сегодняшний день ВИЧ-инфекция вот из этих уязвимых групп уже давно вышла. И ВИЧ-инфекции сейчас уже подвержены все. И по статистике у нас практически 50% ВИЧ-инфицированным приходится на возраст от 20 до 29 лет. То есть ВИЧ-инфекции подвержены, конечно, молодежь как группа риска. В общем-то, благодаря Центру СПИДу и всей системе здравоохранения, в общем-то, нам удается сдерживать ситуацию под контролем. Но, к сожалению, не все у нас знают свой ВИЧ-статус и не хотят обследоваться, в общем-то, боятся чего-то. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех, в общем-то, пройти как-то анонимно, добровольно. В общем-то, здоровье человека каждого, это, в общем, касается самого себя. 1 декабря, в День борьбы со СПИДом, ГБУ Республики Саха-Якутия Центр СПИД проведут ряд мероприятий в высших и профессиональных образовательных организациях. Это круглые столы, лекции, тренинги, акции и флешмобы по теме профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в молодежной среде. Весь декабрь текущего года в поликлиниках города Якутска проводится акция по добровольному тестированию на ВИЧ. Для того, чтобы пройти тест, необходимо обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС. Жизнь стоит того, чтобы жить. Узнай свой ВИЧ-статус. Процедура проводится добровольно в условиях строгой конфиденциальности, бесплатно.